связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц Габдрахманов Роман Фиюсович. Пожалуйста, начальник Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, на сегодняшний день на территории Российской Федерации наблюдается крайне напряженная ситуация по заболеваниям животных и птиц. Ежедневно фиксируются новые очаги особо опасных болезней, ущерб от которых напрямую влияет на социально-экономическую обстановку в регионах, где они были установлены. Данный фактор обусловлен тем, что в очаге и, как правило, в угрожаемой зоне уничтожается полностью все поголовье животных и птицы. К таким заболеваниям, которые все чаще и чаще регистрируются на территории Российской Федерации, относятся африканская чума свиней, ящер, оспа овец, грипп птиц. Предпосылки заноса данных заболеваний на территорию Удмуртской Республики за последние годы возникали не раз. Так, 26 июня текущего года выявлена партия птицеводческой продукции полуфабрикат из мяса индейки производства Пенза Молинвест, поступивший в торговые сети республики. По результатам лабораторных исследований проб данной продукции в бюджетном учреждении Удмуртский ветеринарно-диагностический центр в 7 пробах был выявлен РНК вирус патогенного гриппа птиц. Грипп птиц представляет собой болезнь домашних и диких птиц различных видов, протекает в форме эпизоотий, при которых болезнь приводит к массовому охвату поголовья и широкому распространению. При этом некоторые вирусы гриппа птиц способны инфицировать людей и вызвать у них болезнь различной степени, вплоть до смертельной. Учитывая опасность заболевания, Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики и подведомственные учреждения, вся партия данной птицеводческой продукции в количестве 17 тонн, находящихся в 60 торговых точках по всей республике, была незамедлительно изъята из оборота. В дальнейшем вся инфицированная продукция, в которой установлен геном возбудителя гриппа птиц, под контролем Государственной ветеринарной службы подвергнута уничтожению. По данному факту 27 июня проведено неочередное заседание специальной комиссии правительства Удмуртской Республики с участием руководителей промышленных птицеводческих предприятий и крупных торговых сетей. По итогам заседания комиссии была определена необходимость руководителям птицеводческих предприятий всех форм собственности обеспечить на постоянной основе работу в режиме предприятий закрытого типа, а торговым сетям проводить постоянный лабораторный мониторинг на грипп птиц в отношении всей птицеводческой продукции, которая поступала с неблагополучных регионов. Учитывая крайне нестабильную обстановку и широкое распространение вируса по территории Российской Федерации и прежде всего Приволжского федерального округа, где по состоянию на конец июля очаги гриппа птиц регистрировались в 9 субъектах, ветеринарной службой были предприняты дополнительные превентивные меры. Так, Главное управление ветеринарии совместно с МВД по Удмуртской Республике, администрацией районов и городов усилены контрольные мероприятия рейды по местам несанкционированной торговли живой птицей и продукцией животного происхождения непромышленной выработки. На постоянной основе организовано дежурство государственных ветеринарных инспекторов на стационарных и мобильных постах ГИБДД в целях пресечения несанкционированного перемещения подконтрольных грузов. Имеющимися силами и средствами обеспечена постоянная готовность ветеринарной службы к принятию всех необходимых мер в случае установления особо опасных заболеваний на территории республики. Данные действия обеспечили оперативность при локализации и ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц, выявленного в Удмуртской Республике в личных подсобных хозяйствах граждан Игринского и Дебесского района в конце июля текущего года. В указанный период в Удмуртскую Республику осуществлен несанкционированный ввоз и реализация инфицированной птицы. Данные противоправные действия были совершены жителям Республики Марий Эл. Факт реализации больного поголовья привел к массовому падежу домашней птицы в личных подсобных хозяйств граждан Дебесского и Игринского района. Так, утром 30 июля жительница деревни Сипош Игринского района обратилась в районную ветеринарную станцию в связи с массовым заболеванием падежом птицы в ее домовладении. В соответствии с обращением специалистами службы в 11:05 был проведен осмотр и отобран патологический материал, который в 11:15 направлен для лабораторного исследования в Удмуртский ветеринарный диагностический центр. В связи с возникшим подозрением на грипп птиц, руководствуясь требованием действующего ветеринарного законодательства, Государственной ветеринарной службы было незамедлительно предприняты следующие меры. Закрыт доступ на объект посторонним лицам и транспорту. Оборудован дезбарьер на входе. Обеспечено полное исключение возможности выноса вируса из предполагаемого очага. В 13:10 поступивший в республиканскую лабораторию материал направлен в работу. По результатам проведенных исследований в 22:45
выделен геном высокопатогенного вируса гриппа птиц А, субтип H5. 22:50 этого же дня сводный эпизоотический отряд приступил к выполнению полного комплекса мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага, который включил в себя определение границ очага, границ неблагополучного пункта, угрожаемой зоны, а также зону наблюдения. Произведен бескровный убой всей живой птицы и уничтожение трупов инвентаря, подстилки, помета путем сжигания на месте. Проведена дезинфекция в хозяйстве, прилегающей к нему территории. Ограничен въезд на территорию неблагополучного пункта. Установлен шлагбаум с одной стороны улицы, с другой стороны ветеринарно-мобильный карантинный пункт и оборудован дезинфекционный барьер. Организовано круглосуточное дежурство специалистов на границе неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. На следующий день председателем правительства Удмуртской республики было проведено неочередное заседание КЧС и БП с рассмотрением вопроса о сложившейся ситуации и принятых неотложных мерах по оккупированию очага гриппа птиц. 1 августа распоряжением главы Удмуртской республики на территории деревни Сипош Игринского района были введены ограничительные мероприятия карантин. Кроме того, 1 августа при исследовании патологического материала, доставленного из 2 личных подсобных хозяйств села Зура Игринского района, а позднее 2 и 6 августа из хозяйств деревни Тальон и села Дебесы Дебесского района, в диагностическом ветеринарном центре республики также был выделен геном гриппа А птиц. В отношении вновь выявленных неблагополучных пунктов был незамедлительно и в полном объеме осуществлен аналогичный комплекс необходимых противоэпизоотических мероприятий, обозначенных выше. В период действия карантина все восприимчивое поголовье в количестве 246 голов в неблагополучном пункте было подвергнуто изъятию отчуждения и впоследствии уничтожено. Государственная ветеринарная служба совместно с сотрудниками полиции МВД, специалистами администрации районов было организовано круглосуточное дежурство на 5 ветеринарных постах на границе неблагополучных зон, пост в деревне Сипош, 2 поста в селе Зура Игринского района, по 1 в деревне Тальон и село Дебесы. В целях оздоровления территории было задействовано 5 единиц дезинфекционной техники. Помимо работы проведенных неблагополучных пунктов, Главным управлением ГИБДД проводилась широкая растительная работа среди населения, в том числе через средства массовой информации. Угрожаемые зоны наблюдения взяты на особый контроль мониторинговые исследования. Проведен подробный обход личных подсобных хозяйств граждан с целью установления новых факторов поддержания птицы. Организована круглосуточная работа для очередей для населения. Также в целях минимизации возможных экономических потерь крупных птицеводческих предприятий в Удмуртии в условиях действия карантина. Главное управление ГИБДД осуществляло постоянное взаимодействие с федеральным центром, в том числе по вопросам беспрепятственной реализации продукции данных предприятий за пределами республики. Экономические затраты на проведение мероприятий по локализации очагов и предупреждению дальнейшего распространения гриппа птиц в Удмуртской республике составило 413 тысяч рублей. В случае выноса инфекции из эпизоотического очага и возможного возникновения гриппа птиц на промышленных предприятиях Удмуртии только прямые затраты на ликвидацию заболевания и оздоровление данных мероприятий составили бы порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей, без учета возможной социальной напряженности, связанной с потерей рабочих мест. В настоящее время, по заявлению Главного управления ветеринарии, направлено Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртской республике, в отношении лица, завезшего инфицированную птицу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса, нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия. В случае признания судом данного лица виновным в совершении указанного правонарушения, Главное управление ветеринарии от лица правительства выйдет с иском к виновному лицу возмещения всех понесенных затрат и ущерба, причиненного Удмуртской республике. Считаю необходимым отметить, что оперативные мероприятия, проведенные специалистами Государственной ветеринарной службы, совместно с коллегами из ряда министерств и ведомств, позволили в кратчайшие сроки купировать очаги опасной болезни, предотвратить ее распространение на территории региона и минимизировать экономический ущерб. Главное управление ветеринарии
благодарить за сотрудничество и оперативность проведения мероприятий Министерства внутренних дел, МЧС России по Удмуртской республике, Управление Россельхознадзора и глав муниципальных образований Гринского и Дебелского района. Вместе с тем необходимо отметить, что риск возникновения очагов эпизоотии с учетом нестабильной ситуации по многим опасным заразным болезням в стране остается очень высоким. Так, Россельхознадзор уже в 2017 году прогнозировал высокий риск заноса африканской чумы свиней на территории Удмуртской республики. Однако, во много благодаря совместной работе служб, при безусловной поддержке правительства Удмуртской республики, наш регион на сегодняшний день остается благополучным по данному особо опасному заболеванию. Данный фактор позволяет в том числе сохранить поголовье животных и повысить их продуктивность, тем самым обеспечивая инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса нашей республики. Подводя итог, отмечаю, что основываясь на анализе текущей обстановки в Российской Федерации, ее тенденции, можно сделать вывод, что основным фактором эпизоотического процесса является так называемый человеческий фактор, а именно недобросовестность продавцов, а также для оценки хозяйственно-деятельных рисков, связанных с санированием помещений животных в продукции животного происхождения. В условиях сегодняшней реальности считаю, что особое значение приобретает обеспечение постоянной готовности сил и средств государственной ветеринарной службы немедленно принять мер по локализации и ликвидации очагов при последствиях возникновения угрозы эпизоотии. Данная задача на сегодняшний день является одной из самых приоритетных. Хочу отметить, что Удмуртская республика не должна и не будет являться территорией для сбыта небезопасных ветеринарно-санитарных отношений сырья и продукции животного происхождения, а также местом реализации кроме животных и птиц. Уважаемый Александр Владимирович, Главное управление ветеринарии государственной ветеринарной службы делает и будет делать все возможное для дальнейшего обеспечения продовольственной и биологической безопасности Удмуртской республики. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Роман Викторович. Хорошо, что не передали презентацию. Вопросы есть, коллеги? Нет. Правильно закончили выступление, не должна и не будет. Мы на связи, Ярослав Владимирович, доклад постоянно, поэтому что необходимо делать для дальнейшего поддержания мероприятия работы, спасибо. Коллеги, вопрос завершения проведения дня вооружения Удмуртской республики сегодня Александр Александрович, представитель правительства Удмуртской республики. Добрый день, уважаемый Александр Ильич, уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги. У нас естественно уже завтра начинается череда мероприятий, посвященных празднованию Дня оружейника. Я бы хотел напомнить о том, что данный праздник появился именно в городе Ижевск, и благодаря Михаилу Сергеевичу Калашникову, которому в 2010 году приблизительно президент Российской Федерации обратился к нему с таким предложением. И 3 декабря 2011 года указ президента Российской Федерации, где именно 19 сентября было установлено как дата празднования Дня оружейника. Не буду, наверное, останавливаться долго на тех цифрах, которые мы с вами все знаем, потому что сегодня Ижевск и Удмуртия – это оружейная столица России. Мы хотели, наверное, главной целью праздника, который у нас начнется 17 сентября, показать не только жителям и гостям Удмуртии, мы хотели показать всей стране и всему миру. У нас достаточно обширная программа, я остановлюсь на нескольких таких ключевых мероприятий, как я уже сказал, 18 сентября все начинается, открывается все это форум оружейников, и закончится предстоящее дальше мероприятие до 29 сентября, когда у нас закончится первая Удмуртская республика по полевой стрельбе. Итак, форум оружейников России. Первый раз в стране будет создана дискуссионная площадка для профессионалов отрасли оборонно-промышленного комплекса. 18 сентября форум находится в 10 часов на центральной площади. Все вы получили приглашение на данное мероприятие. Мы будем рады вас видеть не торжественная часть, именно на дискуссионных площадках. 19 сентября у нас пройдет пленарное заседание форума, ну а 20-21 сентября для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса
МУТе, опять же, впервые в Российской Федерации стоит специальный экспертный акселератор, где мы вместе с коллегами из Российского экспортного центра не только в теории покажем, как предприятия главного промышленного комплекса могут сегодня экспортировать свои образцы гражданской продукции, но результатом этого акселератора должно будет стать прямые экспортные контракты именно гражданской продукции наших предприятий оборонного промышленного комплекса. Я уже чуть остановился на том, что 18 сентября у нас будет открытие форума вооружений в 10 часов на Центральной площади. Список дискуссионных площадок вы увидите на экране презентации. Сами дискуссионные площадки у нас будут проходить в гостинице «Парк-Ин». Закончится деловая программа в 18 часов. Закончится она встречей в неформальной обстановке тех участников форума, которые у нас на сегодняшний день зарегистрировались. Мы ожидаем более 500 участников форума вооружений. Сегодня у нас регистрация представителей более чем 25 регионов Российской Федерации. 19 сентября основное мероприятие этого дня в 12 часов дня начнется в Государственном театре оперы и балета. Это будет пленарное заседание форума, в рамках которого у нас пройдет награждение государственной наградной работы главного промышленного комплекса «Удовольствие». Потом само пленарное заседание, на котором модератор площадок первого дня подведут итоги работы своих дискуссионных площадок, выступят с итоговыми докладами, мы ведем некие уже резолюционные итоги самого форума. Но в 20 часов у нас мероприятие закончится концертом КПБ и фейерверком. Мы постарались все мероприятия, которые будут проходить в празднование Дня оружия, сделать для разных целевых аудиторий, не только для профессионалов, не только для работников или семьи работников предприятий промышленного комплекса, но и для всех жителей и гостей Удмуртии. Поэтому также 18 сентября, в те же 10 часов, на Центральной площади у нас находится выставка на воздухе предприятий оборонно-промышленного комплекса. На слайде вы видите те предприятия, которые будут представлять свои экспозиции. Отдельные выставки у нас уже идут в музее имени Михаила Тимофеевича Калашникова, в музее Зубайкина. Там у нас выставлены как те образцы оружия, которые наши предприятия производили на протяжении многих десятилетий, так и современные образцы, в том числе стрелкового оружия. Помимо такой прямой истории с оружием, достаточно большое количество мероприятий в городе пройдет, в которых организационное участие принимают не только правительство, администрация города, но и частные компании, частные лица, коммерческие организации. И вот они не хотел бы остановиться, потому что действительно спасибо им большое за то, что они, в общем-то, откликнулись своей инициативой и в рамках Дня оружия будут проводить свои очень интересные мероприятия. Так, например, в открытом саду или новом общественном пространстве за администрацией города Ижевска у нас проведен гастрономический фестиваль «Ирина Честь». Ну, почему Ирина? Во-первых, сезон, а во-вторых, оружие традиционно называют религией. Поэтому очень интересное мероприятие, целый день будут проходить на 19 сентября, всех гостей и жителей Ижевска, Удмуртии, его с удовольствием приглашаем. Также у нас 19 сентября пройдет ряд таких культурных мероприятий. Оружие — это не только часть экономики, промышленности, но и наши деятели культуры считают, что это еще и большая часть культуры и истории нашей страны. И вот подумать о том, как оружие может быть использовано как в современной культуре, так и в культуре исторической, мы будем также 19 сентября. Одна локация у нас на набережной Ижевского пруда, а вторая площадь оружия. 22 сентября, тоже уже достаточно много об этом говорили в прессе, Калашников биатлон фест, первый летний биатлонный фестиваль, который будет проходить в Ижевске. Мы ожидаем более 400 участников. У нас будет отдельный зачет для команд муниципального образования Удмуртской республики. Опять же, пользуясь случаем, так здесь у нас присутствуют все главы муниципального образования. Мы ждем регистрации участников из ваших муниципалитетов. Будет отдельный зачет для вас, и отдельные призы, и отдельная
отдельное рождение. Поэтому сегодня у нас заявлено около половины муниципальных образований регистрации. Надеюсь, что за оставшуюся неделю мы увидим регистрацию всех муниципалитетов республики. Для всех граждан регистрации еще открыта, слов осталось, наверное, на 1, максимум 2 дня регистрации. При этом сам праздник будет проходить в течение всего дня на состоянии Демидовича. Праздник будет большой, семейный, более 3000 гостей. Мы ожидаем в течение этого дня. Напомню, что все средства пойдут в счет благотворительного фонда Денисия Петровича. Отдельно хотел поблагодарить наших партнеров, без которых у нас не получилось организовать такую большую череду событий. Действительно получилось неделя уже, неделя, почти 11 дней. У нас мероприятие будет проходить при поддержке, конечно, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Отдельно хотел бы остановиться на общественных организациях, которые нам помогали, это и Ассоциация развития и Союз предприятий России. Наши коммерческие партнеры предприятия промышленного комплекса активно поддержали мероприятия и заводы своего холдинга, и завод «Телефон», Саратовский завод, ЦКЗ, и Боткинский завод, и, конечно, Канцлер Калашников. У нас есть партнеры, это «Автомобильный». В общем, всем коллегам действительно большое спасибо за полную вовлеченность в организацию данного мероприятия. Всех завтра, 18 сентября, 10 часов ждем на открытии оружейного и выставки предприятия промышленного комплекса. Доклад позже. Александр Александрович, спасибо. Коллеги, вы видите, мы по-другому подходим к организации в силу того, что вы представитель республики. Этот год у нас такой пилотный, что-то получилось, что-то нет. К примеру, получилось, очень хорошо получилось Всероссийский гастрономический фестиваль свое. Мы напросились в прошлом году 5-м годом. Это проект, который делал Россельхоз-2 в фамилии Селекуда, за 2 дня 49 000 человек принимало участие. У нас на эфире просто мне воскресенье подошел, я продал для себя уже мороженое. Можете это делать ежемесячно. Вот мы достигли принципиальной договоренности с Росгвардией, что мы, если не ежемесячно, то точно чаще будем делать такой фестиваль. Да, кстати, мы по количеству участников обгнали Москву. В Восточном экономическом форуме, на Востоке, мы встретились с коалицией, мы все познали, у нас они более чем удовлетворены самой страной, и будем делать такие праздники дальше. Но ключевым праздником мы считали, что для республики просто нужно стать День оружейников, поэтому тоже хочу присоединиться к словам благодарности тем, кто откликнулся на наше предложение и помогает и организационно, и финансово. Напомню, что 19 сентября у нас подписательство конгресса. Нет, подписательство конгресса 18 числа. 18 на открытии. Коллеги, это более чем значимое событие. Ижевск вновь откроет федеральный календарь деловой повестки страны. Нас там никогда не было. Подписываемся на соглашение на 5 лет. Нам крайне важно, тем более, что по нашей теме у нас проходило федеральное мероприятие. Тем более это важно в преддверии года, который будем участвовать в собирании, кто знает, еще должен. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Экспортный акционер. Что, во-первых, мы за половину 2017 и 2018 года смогли выйти в лидеры по приросту несырьевого экспорта. Второе место по оценке Российского торгового центра занимаем. Мы на это сделали акцент в нашей работе. И на Восточном экономическом форуме подписался решение с руководителем Российского торгового центра. И мы первые страны будем запускать экспортные связи. Было понятно. Все очень просто. Наша задача предприятия и продукцию предприятия выводить на экспортный рынок. Отчетность мы будем представлять, сколько, какие предприятия вошли, какие вышли, какие контракты заключили. У нас уже есть пилот, экспортный акселератор склад, Александр Александрович, 15 октября на следующем программном совещании представьте те компании, которые заключили с помощью этого проекта первый контракт, это малый бизнес. Вот на основе этого
совместно с Российским экспортным центром, с компанией «Сплат». Сейчас присоединяется федерация центра Калашников. Делаем экспортный акселератор. Это первый такой реальный инструмент в стране. И я уверен, при активности наших руководителей нашей компании, промышленного комплекса, мы сможем сделать, во-первых, выполнить поручение президента касательно доли гражданской продукции в общем выпускаемой продукции промышленных предприятий, с другой стороны, сделать действительно экономический рывок. Это мы видим одну из точек роста. Поэтому обратите особое внимание. Экспортный акселератор будет Алексей Александрович определить большой проект элементом бизнес-акселератора. Я думаю, что в ближайшее время он запустится. Там тоже есть абсолютно конкретные цифры. У нас есть прогноз по приросту выручки, заработной прибыли и так далее. Значит, других показателей по тем предприятиям, которые обладают этот акселератор. Далее, программа, внимательно ее посмотрите, мы следуем своим собственным принципам, которые определили с самого начала нашей работы, мы отвечаем на запрос граждан. Вот те мероприятия, связанные с регионами, автосева, это запрос граждан, запрос тех общественных организаций, с которыми мы конструктивно общаемся с прошлого года, когда мы провели 10-й двора, 11-й района, 12-й день города, день России. Поэтому всегда открыты к предложениям с наших районов. Я побывал в субботу на районе фестиваля «Группы Фест». Сделано хорошо, сделано еще точно, может быть, сказать, таким элементом событийного туризма. Мы это должны помочь, но я к тому, что вот эта инициатива мы можем также интегрировать и на будущее в праздник День рождения. И, собственно, в заключение. Калашников Биатлон Фест уникальный будет старт, она в России любительская гонка, крайне сложная организация, но мы все-таки решили все это сделать, решили ее сделать. Серьезно, что вложился концерт Калашникова, будет 30 трансляций через это понимание всю страну. Количество звезд, которые приедет, сравниваем, не знаю, с международным стартом, все наши чемпионы и биатлонисты страны будут в какой-то день у нас. Почему обращаю внимание на муниципальном районе, городских кругов? Я абсолютно объективно высказываю претензию спортсменов, которые участвовали на соревнованиях, что мы не делаем соревнования по зачету для раненых. Это абсолютно справедливое замечание. Было на биатлоне в Воткинске 6 районов. Из 6 районов были команды эстафетные. Мы работу над ошибками провели, поэтому будет не эстафетная, а можно даже по 3 спортсмена с каждого района. Пока не будем анонсировать, но бороться будете за очень серьезные призы для района. Помимо этого есть инициатива лучших команд болельщиков. Поэтому, собственно, на ваш вопрос отвечаем. Формируйте команду, только единственное, не покупайте там, у нас было хоккейная валика. Слушайте, в финал там перевелись люди из одного района в город в другой район, чтобы сыграл там профессиональный хоккеист. Все-таки не забываем, что любительский старт, но это целая петиция была в Уругвае. Люди на улицу готовы были выходить, чтобы мы команду снять с финала хоккейной валика. Ну, это еще раз подчеркивает запрос людей на спортивные мероприятия. Не можем не радовать. Мы повышаем уровень и качество проводимых мероприятий. Цель простая. Удмуртия, Ижевск, Удмуртия, республика достойны стать значимым и туристическим местом для страны. Пока мы очень серьезно проявляем, несмотря на то, что у нас рост, приличный рост, мы очень серьезно проявляем даже наши соседи, например, уже других регионов. Какие-то мы действия с нами сделали. 28 октября первый рейс Аэрофлота в Ижевске, соответственно, обратно есть. Дальше план, не буду пока анонсировать. Вот, но все еще, повторю, мы делаем не только для жителей республики, но и для жителей страны. У нас всегда Калашников Биатлон Фест, и самое главное, на сам форум видит очень много участников, а это
Поэтому активно участвуйте, очень важна ваша обратная связь, ваше мнение, как можно проводить. Особенно акцент я делаю еще на наш Харьков. Это не только касается мероприятий в Ижевске, но и касается мероприятий, которые мы проводим в Донбассе. Вот, коллеги, есть еще вопросы по теме неотношений в истории? Тогда будем заканчивать. У нас немножко смысл, мы раньше закончили. Через ровно 15 минут я обращаюсь к главам районных городских округов. Мы с вами здесь же встречаемся. Да?